на своих индивидуальных страницах я размещала рекламу этого мероприятия и честно созналась всем, что я не знаю, как сегодня читать Достоевского. Когда-то, это было давно, я защитила кандидатскую диссертацию 25 лет назад по братьям Карамазовым, но это только потому, что я тогда была очень молодая. А сейчас, уже в своем возрасте, я ни за что бы не взялась за Достоевского, ну хотя бы потому, что я вижу в нем намного больше и глубже, чем тогда, и понимаю, по краю какой бездны нужно пройти, чтобы спастись. Спасение в мире Достоевского возможно, но только в том случае, если ты не соскользнешь в эту бездну прежде, чем дойдешь до света. Сегодня я постараюсь вам обозначить свое личное восприятие Достоевского и то, как я читаю его. Ну, поскольку я литературовед, то, само собой разумеется, мое прочтение каким-то образом согласуется с отечественным и зарубежным современным достоевсковедением. Я беру из него только то, что близко мне. Начать сегодняшнюю лекцию мне хотелось бы с самого знаменитого портрета Достоевского, который был написан Василием Перовым. Этот портрет участвовал во второй выставке передвижников. И перед нами то, что мы называем портретной матрицей. То есть портрет не обязан обладать сходством с моделью. Портрет должен отражать суть личности, ее структуру. И Василий Перов оказался тем художником, который впервые угадал Достоевского. Если посмотреть на серию предшествующих портретов, то Достоевский в них не угадан. По крайней мере, он не узнается нами. Что включает в себя эта портретная матрица? Во-первых, изображение глаз. Репродукция не очень хорошая, но если вы придете в Третьяковскую галерею и встанете перед этим портретом, вы сразу же обратите внимание на то, что глаза на этом портрете абсолютно разные. Один глаз выражает внутреннее сосредоточение, а другой глаз абсолютно безумен. Мне всегда на память приходит описание Воланда, хотя никакого отношения Булгаков в данном случае к Достоевскому не имеет. Обратите также внимание на то, что руки Достоевский сжимает, и вот этот круг не дает нам войти в его мир, да, это... Те, кто занимается психологией, знают, что это поза, которая выражает совершенно определенный смысл. Человек замыкается на своем внутреннем мире и не желает какого-либо диалога с окружением. Перов угадывает эту замкнутость Достоевского, и самое главное, XIX век был очень далек от прочтения книг этого писателя, несмотря на то, что хронологически он был ближе. Я не могу назвать ни одного исследования, которое так или иначе приближалось бы к феномену мира Достоевского. Достоевского, безусловно, открывает XX век. Кстати, после знаменитого перовского портрета проходит почти 40 лет, прежде чем художники снова начинают обращаться к лицу Достоевского. Перед вами картина 1921 года. То есть революция уже произошла, и Владимир Фалилеев обращается к Достоевскому, но посмотрите, как по-другому он его изображает. Лицо не вмещается в рамку картины, это во-первых. А во-вторых, мы все оказываемся в фокусе взгляда Достоевского. То есть, если мы стоим перед портретом, то это пространство,
которая охвачена этим взглядом. И 20 век действительно стал веком Достоевского, может быть, даже в большей степени, чем 21, хотя об этом еще рано говорить. Фалилеев разгадал и эту загадку того, что Достоевский предчувствовал в большей степени будущее. Разговор о том, как Достоевский понимает Россию и не календарное 19, 20 или 21 век, мне хотелось бы начать с дневника писателя. Это последнее произведение, которое Достоевский пишет уже перед уходом. Он откликается на известие о том, что в Турции военные содрали кожу с человека. А у нас тут все хорошо. Мы гуляем по Невскому проспекту. Но если бы все так обернулось, мы еще не знаем, что в известных обстоятельствах найдутся сдиратели среди нас, да еще и самых веселых. И неизвестно, среди кого мы окажемся, среди сдираемых или среди сдирателей. И может быть, у нас все хорошо пока, потому что здесь городовой стоит и не сдирают кожи. Вот посмотрите, в 20 веке рухнул главный проект человечества, проект просвещенного человека. Да, и Первая мировая война, и Вторая мировая война показали нам, как на самом деле хрупок человеческий образ и насколько близко человек оказывается к бездне. В XIX веке в России сдирать кожу не будут. А вот 20 век покажет нам, что Достоевский был прав. И уже в 20-е годы после революции, по сути, все россияне, точнее, все люди разделились на сдирателей и тех, с кого эту кожу сдирают. Анна Ахматова очень тонко почувствовала Достоевского. Тема Ахматова и Достоевский – это совершенно уникальная и отдельная тема. Причем важно, что Ахматова пишет не только стихи, в которых так или иначе откликается творчество Достоевского. Она пишет критические заметки, очень интересные, к которым часто обращаются в достоевсковедении. Знаменитая северная элегия «Страну знобит, а омский каторжанин все понял и на всем поставил крест. Вот он сейчас перемешает все и сам над первозданным беспорядком, как некий дух, внесется, полночь бьет, перо скрипит, и многие страницы семеновским припахивают плацем». Ахматова ощутила, что Достоевский понимает в какой-то степени Россию гораздо глубже, нежели любимый ею Пушкин. Знаменитое высказывание Достоевского, которое мы берем снова из дневника писателя. Россия стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездной. Обратите внимание на внутреннее противоречие фразы. С одной стороны, окончательная точка, да, исходная и конечная. Россия над бездной. Безусловно, когда Достоевский писал эти строки, перед его глазами был знаменитый «Медный всадник», да, Россия над бездной. Петр ставит коня в особое положение. Но именно Достоевский угадывает, что это вечное положение, да, так было, есть и будет, и это то испытание, через которое проходит русский народ. Свои размышления о России, кстати, у Достоевского открытых размышлений о русском народе и России не так много, хотя они имеются, но свои размышления о России Достоевский начинает с размышлений о Петербурге. Я думаю, что многие из вас
не раз читали этот фрагмент из романа «Подросток». Мне 100 раз среди этого тумана задавалась странная, но навязчивая греза. А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху? Не уйдет ли вместе с ним и весь этот гнилой, склизлый город, подымется вместе с туманом и исчезнет, как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем загнанном коне. Речь идет о том, что Петербург – это самый призрачный и вымышленный город на свете. Казалось бы, Достоевский идет вослед Гоголя. И Гоголь еще в 30-40-е годы XIX века много писал о кажемости Петербурга. Но Достоевский идет чуть дальше. Если для Гоголя Петербург – это демонический город, то Достоевский восходит к политической подоплеке. В дневнике писателя, размышляя о Петербурге и России, Достоевский говорит следующее. Мы все взяли из Европы. Вот то, что происходит в России XVIII и XIX веков, не вызрело в ней. Да? Это не органика. Это искусство, искусственно навязанный мир. Поэтому, говорит Достоевский, у нас все как бы свобода, как бы демократия, как бы страна. И Петербург, который является столицей и в какой-то степени символом России, как раз поражал Достоевского тем, что эта идея призрачности, идея того, что навязанное может в любой момент рассыпаться, а там пустота, потому что органику мы утратили. Вот эта идея не покидала Достоевского. Его Россия действительно всегда над бездной. Он не предугадал русскую революцию. И его пророческий роман «Бесы» – это роман о современности, роман о том, что было, есть и будет, это точка зависания, это точка нашей призрачности. О том, есть ли выход за пределы этой призрачности, мы поговорим чуть позднее. И прежде чем перейти вот к основным константам мира Достоевского, как бы завершая одну тему иллюзий, я обращусь к стихотворению Иосифа Бродского. Это поэма «Шествие», романс князя Мышкина. В Петербурге снег и непогода, в Петербурге горестная мысль, проживая больше год от года, удивляться в Петербурге жизни, приезжать на родину в карете, приезжать на родину в несчастье, приезжать на родину для смерти, умирать на родине со страстью. Умираешь? Ну и Бог с тобою, во гробу, как в колыбельке чистой, привыкать на родине к любови, привыкать на родине к убийству. Боже мой, любимых, пережитых уничтожить хочешь, уничтожишь. Подними мне руки для защиты, если пощадить меня не можешь, если ты не хочешь. И не надо, и в любви испуганно ловимой поскользнись на родине и падай, оказавшись во крови любимой. Уезжать, бежать из Петербурга, и всю жизнь летит до поворота, до любви, до сна, до переулка, зимняя карета идиота. Кстати, обратите внимание, что если у Грибоедова Чапский бежал из Москвы, знаменитая «Карету мне, карету», то герой Достоевского, как, впрочем, и лирический герой Бродского, бежит из Петербурга. И один очень интересный момент. Достоевский родился в Москве. В его произведениях почти нет упоминания Москвы. Более того, Достоевский – писатель без детства.
Очень многие его знают, в том числе многие встречались с ним в детские и юношеские годы. Но почему-то никто не оставил воспоминания о том, чем было детство Достоевского. Судя по тому, что он не любит вспоминать о Москве, о месте своего рождения, это детство не было счастливым. Но мы знаем только о том, что отец читал братьям Достоевским историю государства российского и Карамзина, и, наверное, это одна из любимых книг Достоевского наряду с Библией, с которой он оказался на каторге. Итак, мир иллюзий, мир неопределенности, мир, в котором до конца нельзя что-то сказать. Что входит в это поле неопределенности? Во-первых, авторская неуверенность. Практически во всех романах Достоевский передоверяет слово рассказчику. Кто такой рассказчик? Рассказчик – это тот, кто не до конца осведомлен о событиях. И что бы он ни говорил, всегда остается зияние и пространство, через которое можно как бы пройти и все переиначить. Я приведу только один пример. Последний, заключительный роман «Братья Карамазовы». Сколько было братьев? 3 или 4? На этот вопрос до конца ответить нельзя, потому что никто не знает, является ли Смердяков сыном Федора Павловича Карамазова или все-таки не является. Когда будете перечитывать роман, посмотрите, как хитро обходит эту ситуацию Достоевский. Непонятно, пошел Смердяков вслед за Лизаветой Смердящей или не пошел. И вот так на каждом шагу, даже элементарное сведения о мире персонажей в конечном итоге оказываются не совсем определенными. Достоевский очень любит неопределенное местоимение. Когда Владимир Ильич Ленин говорил об архискверном стиле Достоевского, он не заблуждался, потому что Ленин величайший стилист, кстати. Когда читаешь его работы, да, это чувствуется классическое образование. Но Достоевский косноязычен, да, как будто, словно, точно. Обратите внимание, что именно эти слова засоряют нашу речь до сих пор, но у Достоевского за этим стоит не столько характеристика персонажа, не только потому, что персонаж не может сформулировать свою мысль. За всем этим стоит, опять-таки, мысль о призрачности и неопределенности мира. Прилагательное со значением неопределенности, да, неопределенный, неясный, смутный, глаголы кажется, мерещится, чудится. Все не совсем понятное. И два фрагмента. Любую страницу Достоевского откройте, и вы найдете подтверждение этих слов. «Преступление и наказание. Я его точно сегодня видела», прошептала она нерешительная. «Кого?» «Отца. Я по улице шла, там подле на углу в 10 часу, а он будто впереди идет. И точно, как будто он. Я хотела уж зайти к Катерине Ивановне». Мармеладов мертв на этот момент. И вот этот фрагмент отнюдь не говорит о том, что Соне Мармеладовой отец действительно мерещится. В мире Достоевского может произойти все угодно, все что угодно, и в том числе и оживление мертвецов. Правда, это уже другая стилистика, и мы сегодня о ней тоже поговорим, когда будем говорить об одном из последних рассказов Бабок. Таинственный мещанин, да, который преследует Раскольникова и произносит странное слово, странное и страшное, потому что грамматически оно неправильное.
не убийца, а убивец. Ты убивец, произнес тот, еще раздельнее и внушительное, и как бы с улыбкой какого-то ненавистного торжества. И опять прямо глянул в бледное лицо Раскольникова и в его помертвевшие глаза. Оба подошли тогда к перекрестку. Мещанин поворотил с улицу налево и пошел, не оглядываясь. Раскольников остался на месте и долго глядел ему вслед. Когда Достоевскому предложили написать пьесу по его роману, он отказался. Почему? Потому что пьеса требует определенности. Пьеса неразрывно связана со сценой. То есть мы на сцене можем изобразить либо один момент действия, либо другой. Но мир Достоевского – это то и одновременно не то, а другое. Убивец, точнее мещанин, произносит это как бы с улыбкой. То есть вопрос, это улыбка, как бы улыбка, или это все-таки отсутствие улыбки? Три варианта можно сценических предположить, при этом ни один из них не будет верным, потому что у Достоевского и то, и другое, и третье. Сны Достоевского. Еще ни один из исследователей не дал точное количество снов даже в «Преступлении и наказании». Потому что все это двоится. Сон переплывает в реальность. Дело не в том, что между этими мирами нет границы. У Достоевского цель не романтическая. Это романтики любили снимать границы между различными мирами, а у Достоевского другое. Вот это сложнейшая реальность, где смысловые пласты и пространственные пласты наплывают друг на друга. Не случайно, кстати, Иннокентий Анинский считал, что роман «Преступление и наказание» – это роман-сон. И все, что происходит, это бесконечный сон Раскольникова. Убийства не было, говорил Иннокентий Анинский, потому что то описание, которое дает Достоевский, это описание сновидческое. И сам синтаксис, сама грамматика, это тоже сновидческий синтаксис и сновидческая грамматика. Так. Мир Достоевского деформирован. Мой любимый пример – знаменитый круглый стол овальной формы в доме Алены Ивановны, старухи-процентщицы. Когда Раскольников приходит для того, чтобы посмотреть на эту комнату и понять, как ему действовать, он своим взглядом проходит по этой комнате, и даются описания. В центре стоял круглый стол овальной формы. То есть опять-таки смещение, но на этот раз уже пространственных, предметных форм. Стол может быть либо круглым, либо овальным. Но у Достоевского сплав. Это не ошибка, потому что Достоевский несколько раз переписывал эту сцену. Имеются черновики, которые доказывают, что именно это определение было для него важным. В одном из черновиков зачеркнуто слово «овальный». Да, стоял стол круглой формы, а потом возвращение к овальному. Вспомните каморку Раскольникова, которая уподоблена гробу. Здесь речь идет не столько о тесноте пространства, сколько о деформации. Комната Сони Мармеладовой походила на сарай, имела вид весьма неправильного четырехугольника. Петербуржцы со всей ответственностью заявляют, что в центре Петербурга, именно к центру отнесен роман, описание пространства, нет ни одного здания, в котором бы имелась подобная комната.
Итак, неправильный четырехугольник. И это придавало ей что-то уродливое. Стена с 3 окнами, выходившая на канаву, перерезывала комнату как-то вкось, отчего один угол, ужасно острый, убегал куда-то вглубь, так что его при слабом освещении даже и разглядеть нельзя было хорошенько. Другой же угол был уже слишком безобразно тупой. Происходит деформация. Это не имеет отношения к реализму, и по отношению к Достоевскому обычно исследователи говорят о так называемом высшем реализме. Это метафизический реализм, он не имеет отношения к конкретным предметам, вещам, он выше. Достоевский изображает свое видение этого мира, а мир сдвинут, он эти деформации очень хорошо ощущал. Вы знаете, у меня всегда было ощущение, что описание пространства Достоевского предвосхитили явление Пабло Пикассо с его кубизмом, потому что практически все романы о преступлении и наказании в особенности основаны на корне лом. Сегодня подобные исследования, точнее сегодня числовые исследования являются легкими, поскольку у нас есть компьютер. Так вот, ни у одного русского писателя нет такого огромного количества слов, в которых бы корнем было лом и кол, кстати, да, вот расколоться, сломаться. То есть ломанные линии. Разломанная, точнее заломленная шляпа Раскольникова. Катерина Ивановна заламывает руки. Да? То есть вот мир, который состоит из острых и тупых углов, а самое главное, мы уже не видим в нем былой цельности. Он деформируется на наших глазах. У Достоевского было удивительное чутье пластики. Вот он играет пластическими формами, и это чрезвычайно интересно. Вот эту манеру Достоевского угадал Гавриил Гликман. Один из лучших художников середины 20 века. Мы о нем почти ничего не знаем, потому что он эмигрировал в Германию еще в советское время, но у него прекрасные портреты Достоевского. Первый портрет по следам Ван Гога, да, это безумие синего и желтого цвета, очень узнаваемое. А второй портрет, вот он как раз и изображает эту ломанность линий, и Достоевского, который тоже ведь в буквальном смысле слова изломан этим миром. Скульптура Гликмана, которая у нас стоит в Германии. Обратите внимание на глаза, да, какая асимметрия, ну, практически с одной стороны потом при более глубоком разглядывании мы видим симметрию, но глаза разные. Вот эта асимметрия личности Достоевского была очень и очень интересной. Как я уже сказала, Достоевский – это писатель в какой-то степени метафизический, потому что все, что происходит, происходит перед судом Бога, перед пустотой, перед какими-то огромными неведомыми пространствами. Описание пространства. Соня, это Сонина квартира. Затем у противоположной стены, поблизости от острого угла, стоял небольшой простого дерева комод, как бы затерявшийся в пустоте. Тут же говорится, что каморка Сони тоже маленькая. Но как в этой каморке комод может затеряться в пустоте? Речь опять-таки идет совершенно о другом реализме, потому что
Достоевский чувствует присутствие другого мира. Мы с вами подумаем, как лучше обозначить этот мир, который просвечивает сквозь этот. Даже самые обычные слова, самые обычные жесты у Достоевского соотносятся с высшей реальностью. Раскольников и Соня обсуждают, сколько времени. Я поздно. 11 часов есть? Спросил он, все еще не поднимая на нее глаз. Есть, пробормотала Соня. Ах да, есть. Заторопилась она вдруг, как будто в этом был для нее весь исход. Сейчас у хозяев часы пробили. Я и сама слышала. Есть. Вот посмотрите. Соня отвечает на вопрос, который час. Но почему-то в ответ вкладывается столько, как будто здесь весь исход, да, здесь разгадка какой-то последней тайны. И вот напряженность мира Достоевского невероятна, потому что в нем нет центра. Наверное, роман «Бесы» – самая яркая иллюстрация, потому что этот роман, он как бы имеет главного героя Николая Ставрогина, но на самом деле это централизация. Это роман, центр которого везде. По большому счету все романы Достоевского такие. Открывайте любую страницу, и именно эта страница может оказаться главной. Вот вы знаете, я, поскольку имею дело с текстами и анализирую их, то признаюсь, никогда не встречалась с подобным принципом. То есть с любой страницы можно развернуть мировоззрение Достоевского и показать, как он видит мир. Абсолютная напряженность. Достоевский действительно заглянул в бездны человеческой души. И сейчас я вам покажу принципы диалога. Да, вот как это страшно происходит. Если же приду завтра, то скажу тебе, кто убил Лизавету. Прощай. Соня вся вздрогнула от испуга. Да разве вы знаете, кто убил? Спросила она, леденее от ужаса и дико смотря на него. Знаю и скажу. Тебе, одной тебе. Я тебя выбрала. Я не прощения приду просить к тебе. Я просто скажу. Я тебя давно выбрал, чтоб это сказать тебе. Еще тогда, когда отец про тебя говорил, и когда Лизавета была жива, я это подумал. Прощай, руки не давай, завтра. Он вышел. Соня смотрела на него, как на помешанного. Но она и сама была как безумная и чувствовала это. Голова у ней кружилась. Вот, давайте с вами посмотрим, как происходит диалог. Раскольников, по сути, уже говорит Соне о том, что он убил. Он понимает, что Соня его поняла. Соня, в свою очередь, понимает, что Раскольников понял, что она его поняла. Крутим дальше этот круг. Соня понимает, что Раскольников понимает, что она его поняла. Да, вот такая бесконечность. И в конечном итоге, опять-таки, мы на неуловимой грани. То ли сказано, то ли не сказано. То ли понято, то ли не понято. Это абсолютное понимание или это все-таки последняя попытка Сони уйти от этого понимания? Катастрофическая, но последняя надежда на то, что, может быть, не он убил. Психологизм Достоевского очень страшен. Вся русская литература страдает от непонимания, как вы помните. Да, когда герои жалуются на то, что их не понимают. Достоевский нам открыл другой полюс. Достоевский нам открыл, что мир абсолютного понимания, абсолютно проницаемый мир еще более страшен. Вот когда так понимают герои друг друга, когда они заглядывают в бездну души, это не все могут выдержать.
И мир Достоевского выстраивается на абсолютном понимании персонажей. Мы уже с вами сегодня говорили о том, что это особый мир, мир бездны, но у Достоевского ведь не просто человек, а русский человек. Вот как он понимает русского человека? Русский человек – это человек для Достоевского, который в одно мгновение может перерешить свою судьбу. Кстати, в этом и спасение, и надежда на то, что все изменится. Но с другой стороны, русский человек – это человек ненасытимого страдания. И вот эта бездна страдания, она засасывает. Героев, если ж полечу в бездну, то так-таки прямо, головой вниз и вверх пятами, и даже доволен, что именно в унизительном положении падаю и считаю это для себя красотой. То есть, как выстроен мир у Достоевского. Настасья Филипповна бросает 100 тысяч в камин. Да, вот ради этого мгновения подлинной свободы и наслаждения сгорает все, что у нее было. А вот русский человек по Достоевскому готов расквитаться со всем, что он имеет, что наработано годами ради этого мгновения, ради этого куража. Вот этого нет ни в одной из литератур мира. Да, это бездна. Но это не только страдание, потому что иногда вот за этим расставанием, мгновенным расставанием с прошлым проблескивает и спасение. В одно мгновение человек может рухнуть в бездну, но в это же мгновение он может и спастись. Мир Достоевского ужасно косноязычен. Я сегодня уже вспоминала цитату Ленина об архискверном стиле. Почти все герои испытывают какие-то трудности с языком. Признаюсь, они очень часто напоминают мне современников. Кириллов говорил отрывисто и как-то не грамматически, как-то странно переставлял слова и путался, если приходилось составить фразу подлиннее. Я вам извиняюсь, но я здесь ни на кого не сержусь. Я мало 4 года разговаривал и старался не встречать для моих целей, до которых нет и дела, 4 года. Липутин это нашел и смеется. Я понимаю и не смотрю. Вот это косноязычность, причем не только героя, но и самого автора. Ставрогин, хроникер, говорит о поразивших его ошибках в слоге русского барича. Если рассматривать Достоевского на предмет грамматических и синтаксических ошибок, то, наверное, впереди только Абериута с Хармсом. Достоевский весь из углов, понимаете, речь, вот наша плавная русская пушкинская речь, ведь он очень ценил Пушкина, становится изломанной. По сути, это клочья, это осколки речи. Хозяева очень хорошие, очень ласковые, отвечала Соня, все еще как бы не опомнившись. Вот это как бы тоже портит стиль Достоевского. И они очень добрые, и дети тоже ко мне часто ходят. Это косноязычно это? Да, он заикается, и Хром тоже, и жена тоже. Не то, что заикается, а как будто не все выговаривает. Она добрая, очень. А он бывший дворовый человек. А детей 7 человек, и только старший один заикается, а другие просто больные, они заикаются. Да, тут объект изображения, вот эти соседские дети, которые заикаются, но у Достоевского заикание двойное. Оно происходит не только на уровне слов героев, но и на уровне авторских слов. То есть слово, которое мы так ценим, оно у Достоевского лишается своей цельности.
оно разрывается. И, наверное, если судить о Достоевском с этой точки зрения, это действительно писатель не в самом лучшем стиле. Достоевский понимает, что Россия – это страна слов. Я привожу пример немного несинхронный, это высказывание академика Павлова. Но мне это высказывание очень дорого, потому что вы понимаете, что Павлов прямого отношения к русской литературе не имеет. Он немного о другом говорил. И все-таки мы занимаемся коллекционированием слов, а не изучением жизни. Красивая словесная гимнастика, фейерверк слов. Мы главным образом интересуемся и оперируем словами, мало заботясь о том, какова действительность. Вот Достоевский это понимает. Но что такое Россия? Это русская литература. Великая русская литература, мы ею горды, но сама реальность, она другая. Сколько бы мы ни говорили о реализме и о том, что словесность отражает жизнь, да, в какой-то степени отражает, но Достоевский чувствует вот эту дистанцию. Мне кажется, он и взрывает синтаксис и грамматику для того, чтобы показать нам руины слов, для того, чтобы мы наконец-то обратились к реальностям, увидели подлинный мир, который не так красив, я бы даже сказала, далеко не так красив, как русская литература. Герои Достоевского очень плохо говорят, но обращаю ваше внимание, что самые любимые герои Достоевского не говорят вообще. Это в первую очередь Христос из «Братьев Карамазовых», глава «Великий инквизитор». Христос не произносит ни слова. Да, это молчание Христа, потому что все слова сказаны. Более того, он и есть последнее слово. Добавить к этому нечего. Все остальное отступление от слов. По сравнению с другими персонажами меньше говорит князь Мышкин. Да, у него есть монологи, но посмотрите, Мышкин часто произносит слова о словах. То есть это единственный герой, который размышляет о философии слова. Многие думают, что достаточно веровать в мораль Христову, чтобы быть христианином. Не мораль Христова, не учение Христа спасет мир, а именно вера в то, что слово плоть бысть. Вера – это не одно умственное признание превосходства его учения, а непосредственное влечение. Надо именно верить, что это окончательный идеал человека, все воплощенное слово, Бог воплотившийся. Посмотрите, какое интересное понимание Христа у Достоевского. Христос – это воплощенное слово. Он все сказал. Остальное – отступление, да, наши разговоры. Но и очень мало говорит по сравнению с другими героями Алеша Карамазов, в «Братьях Карамазовых». То есть, чем более положительный герой, тем меньшее пространство речи ему отведено. Чем герой более отрицательный, тем он многоречивее. Не просто многоречивее, он еще и пишет. Посмотрите, почти все герои Достоевского – пишущие герои. Раскольников сочиняет статью, Ставрогин свою посмертную исповедь и так далее, и так далее. Достоевский приближается к разгадке современности, и самое страшное, что для Достоевского мир 70-х, 80-х годов действительно мертв. То, с чего мы начали. А омский каторжанин все понял и на всем поставил крест. Одно из самых необычных произведений в истории мировой литературы. Рассказ, или иногда его еще называют повесть, «Бабок». Абсолютно бессмысленное слово. Кстати, это русское. Когда я читаю «Бабок», мне почему-то всегда приходит еще на ум роман Татьяны Толстой «Кысь».
Да, вот слово несуществующее, но что-то в нем схвачено, то, что выражает нашу Россию. Что такое бабок? Это заглядывание в потусторонний мир. Рассказ «Мистерия». Один из героев находится на кладбище и видит, точнее слышит разговор мертвецов. Тот нижний мир в какой-то степени отражает наш, но для Достоевского бабок это еще и символ разложения современного мира и современного человека. Я через слайд обращусь к бабку, но вот это один из известнейших портретов Александры Корсаковой. Обратите внимание на эту художницу. Это 20-30-е годы, русский авангард, ученица великого Татлина. Она мало известна только лишь потому, что в 20-30-е годы, особенно уже к 30-м годам, русский авангард подвергается репрессиям, и Корсакова уходит в тень. Это портрет Достоевского. Периода написания записок из «Мертвого дома». Да, у Достоевского ведь был опыт смерти, мы об этом не говорили, но думаю, что это общеизвестный факт. Он пережил мгновение до смерти, когда стоял на эшафоте, потом, по сути, пережил посмертное существование, когда находился на каторге. И мы чаще говорим о воскрешении Достоевского, но ведь Достоевский прошел эту точку временной смерти. И на портрете Александры Корсаковой перед нами мертвец. Причем это уже разлагающееся лицо в буквальном смысле слова. Такой Достоевский как хтонический персонаж. Корсакова очень много писала, у нее есть теоретические работы о теме Достоевский и смерть. И она почувствовала это. Поэтому бабок – это не только, я думаю, фантазия, хотя и фантазия – это что-то большее. Но что есть разложение? Понятно, что для Достоевского смерть физическая – это ничто, и он говорит о какой-то другой символической смерти. Мертвецы договариваются рассказать постыдные истории. И вот мир предельного разложения – это мир без стыда. Опять-таки, очень современность напоминают, потому что, вы понимаете, о чем я говорю, телевидение нас к чему приучило? Что стыдиться нечего. Можно рассказать любую историю о себе, особенно на Первом канале, да, и вся страна будет смотреть, вся страна будет аплодировать. И кто гнуснее историю расскажет, тот и является героем нашего времени. Мы все будем вслух рассказывать наши истории и уже ничего не стыдиться. Все это там, вверху, было связано гнилыми веревками. Долой веревки. И проживем эти 2 месяца в самой бесстыдной правде. Заголимся и обнажимся. Обнажимся, обнажимся, закричали во все голоса. То есть вот для Достоевского реальная катастрофа – это катастрофа обнажения и катастрофа, когда человек полностью теряет чувство стыда. Посмотрите, во многих романах вот эти сюжеты есть, когда герои договариваются рассказать самый постыдный поступок в своей жизни. И рассказывают, о чем бесы. Да, вот в «Бесах» проговорено то, что проговаривать, наверное, нельзя было. Но Достоевский и это сделал. Это последняя степень падения человеческой души, и это предельное обнажение. Ставрогин рассказывает в своей исповеди то, что рассказывать нельзя. Что касается вот этого слова «бабок», да, оно придумано Достоевским. Его нет ни в одном словаре. Достоевский, кстати, очень любил придумывать слова, и из того, что мне очень нравится, 2 слова. Но одно, вы хорошо знаете, «стушеваться», это слово Достоевского, а второе – «жизненочек» из «Бедных людей».
Есть, например, здесь один такой, имеется в виду труп, который почти совсем разложился, но раз в неделю в 6 он все еще вдруг пробормочет одно словцо, конечно, бессмысленное, про какой-то бабок. Бабок, бабок. Да, вот, то есть бессмысленное слово. И если с одной стороны у Достоевского это слово «Христос», да, «Христос», воплощенное слово, то с другой стороны бабок. Есть удивительная статья Михаила Эпштейна, она мне очень нравится, называется «От совка до бабка». То есть Эпштейн рассматривает историю России, да, с советских времен до современности. И по Михаилу Эпштейну, это очень известный культуролог, мы живем с вами в мире бабка. Это 21 век, мы оказались в том мире, который, да, Достоевский, наверное, предвидел. И последний разговор, очень сложный, точнее, вот у меня еще есть буквально 5 минут, это разговор о Боге. Но вы знаете, что Достоевский приходит к вере совершенно осознанно, да, не как мальчик, верую я во Христа, он верит осознанно. Более того, знаменитая фраза Достоевского, да, если передо мной будет истина и Христос, я пойду во след Христу, а не во след истине. То есть он сознательно, головой, не на уровне даже какого-то чувствования, выбирает для себя единственный возможный путь спасения. Он даже не заявляет о том, что это всеобщий путь, в большей степени в романах он прочерчен как индивидуальный. Но в романах есть такие метафизические ловушки, в которых мы узнаем себя. Разговор Сони и Раскольникова о Боге. «Так ты очень молишься Богу-то, Соня?» – спросил он ее. Соня молчала. Он стоял подле нее и ждал ответа. «Что ж бы я без Бога-то была?» – быстро, энергически прошептала она, мельком вскинув на него вдруг засверкавшими глазами и крепко стиснула рукой его руку. «Ну так и есть», – подумал он. «А тебе Бог что за это делает?» – спросил он, выпытывая дальше. Вот последняя фраза Раскольникова. Фраза, которая очень многих останавливает, да, потому что мы привыкли торговаться. Да, мы будем верить в тебя, но ты нам, пожалуйста, что-то сделай. И провокация Раскольникова, конечно, за этой провокацией стоит авторская провокация, Достоевский испытывает Бога со всех сторон. То есть романы Достоевского – это не только романы испытания человека, это романы испытания Бога, романы испытания веры. И опять-таки почти каждую страницу можно открыть, и там будет разговор о Боге. А тебе Бог за что это делает? Да? То есть да, ты веришь, но посмотри на свою жизнь. Ты ходишь по желтому билетику. Что тебе от его веры? Ты пала так, что, наверное, и если бы Бога не было, то падение твое не было бы ниже. Вот это искушение. И Достоевский искушает на каждом шагу. Поэтому я не случайно начала лекцию с того, что да, Достоевский указывает путь к спасению, но прежде нужно дойти до этого пути. Картина. Одна из любимых Достоевским. Вместе с Анной Григорьевной он ездил специально в Дрезденскую галерею, чтобы посмотреть на картину Ганса Гальбейна. Эта картина висит над дверями, над дверным проемом Рогожина в романе «Идиот». Да, странная картина, но мир Достоевского вообще странный. Представьте себе героя, который повесил эту картину в своей комнате. Почему Достоевский любит эту картину? А в романе «Идиот» об этой картине говорят почти все герои. Говорит Ипполит, говорит князь Мышкин, говорит Рогожин. Потом мы узнаем, что и Настасья Филипповна видела эту картину. От этой картины и вера может пропасть. И далее размышления. А что, если ученики
да, вот свидетели, видели такого Христа, на котором явные пятна трупного разложения. А Гальбейн, как известно, писал эту картину с утопленника, и это было не каноническое изображение Христа, потому что европейская живопись во всем ее объеме Христа все-таки по-другому рисовала и с определенной степенью символизации. Перед нами как бы реальный труп. Да? Вот если ученики видели Христа такого, то сохранилась ли у них вера в его воскрешение? Достоевский проводит и через это. Да, разговор Порфирия Петровича с Раскольниковым. Веруете? Верую. Буквально веруете? Буквально, отвечает Раскольников. И воскрешение веруете? Верую. Буквально, посмотрите, какой разговор о Боге. То есть, да, в конечном итоге вера испытывается именно этой безусловной верой в реальное воскрешение, не в символическое. Достоевский настолько был, слово очарован, наверное, в кавычки возьмем, этой картиной, что когда находился в зале Дрезденской галереи, даже специально залез на какую-то скамейку и получил замечание от экскурсовода. Об этом Анна Григорьевна Достоевская пишет в своем дневнике. Но посмотрите на эту картину, она удивительна, потому что с одной стороны, да, трупные пятна и абсолютно мертвое лицо, а с другой стороны неуловимый момент воскрешения. Напряжены руки, напряжено тело, да, с одной стороны это может быть судорога, а с другой стороны вот этот момент воскрешения. Вот вопреки всему происходит спасение, происходит воскрешение, и это такая странная, но в то же время верная логика Достоевского. И молитвы Достоевского рождаются в самые страшные моменты. Причем каким молитвам верит Достоевский? В первую очередь, наверное, самая страстная молитва пьяницы Мармеладова. Да, кабак, по сути, пьяные слова, и вот бред, пьяный бред перерождается в молитву. Я все зачитывать не буду, да, и скажет: свиньи вы, образы звериного и печати его, но приидите и вы, и возглаголит премудрое, возглаголит разумное: Господи, по что сих приемлешь? И скажет: потому их приемлю премудрое, потому приемлю разумное, что ни единый из них сам не считал себя достойным сего, и прострет к ним руцы свои, и мы припадем, и заплачем, и все поймем, тогда все поймем, и все поймут, Екатерина Ивановна, и она поймет: Господи, да приидет царствие Твое. Да, вот у Достоевского удивительно вот это превращение такого архискверного стиля, всех этих бредовых фрагментов, грамматических ошибок, разорванного синтаксиса в молитву. И вот стиль Достоевского, он выстраивается именно на этих двух полюсах. Ну и последнее. Да, Достоевский один из религиозных писателей, причем он внутри романов сам ищет Бога. То есть это не Гоголь. Вот гоголевская религия, она другая, она изначально. То есть Гоголь, по большому счету, никуда не шел, он так видел мир. А для Достоевского воскрешение Бога, рождение Бога происходит в каждом произведении. То есть обрести его навсегда у него никогда не получалось. Да, вот, если ты обрел, то ты должен усиливать эту веру. Почему так трудно читать романы Достоевского? Потому что это усилие по удержанию этой веры. Но помимо этого Достоевский, как ни странно, спасение России связывал еще и с поэзией, и с литературой.
И для него вот таким идеалом «все человека», а слово «все человек» – это слово, которое тоже Достоевский ввел в русскую литературу и придумал, посмотрите, не сверхчеловек, да, это от Ницше идет, а «все человек». Для него Пушкин, да, вот с его органикой, с его примирением с действительностью, с его ощущением Бога, но другим. У Пушкина не то чтобы вера не выстрадана, думаю, как и всякий человек, Пушкин тоже ее выстрадал, но эта тема не на первом плане. Вот для него Пушкин – это воплощение России, поэтому вера в ее воскрешение у Достоевского, безусловно, есть и была всегда, но просто это воскрешение Достоевский не связывал с каким-то конкретным временем. То есть воскреснуть можно в любое мгновение, несмотря на всю низость падения. Ну вот, мои размышления, я время исчерпала, приблизительно следующее. То, как я сегодня вижу Достоевского, и то, как я его сегодня понимаю. Начало и концы в моей лекции, может быть, не совсем связаны, но это не случайно, потому что Достоевского очень трудно подверстать под какую-то философскую идею, под какую-то определенную религиозную идею, под какую-то социальную идею. Он многое затронул и везде сомневался. Да, вот это сомневающийся разум русской литературы. И, наверное, одно из наших действительно главных достояний, если студенты к нам едут из других стран, учить русский язык в первую очередь для того, чтобы читать Достоевского. Не Пушкина, не Лермонтова, не Толстого. Да, мы их спрашиваем, для чего вам нужен русский язык, чтобы читать в оригинале Достоевского. Спасибо большое за внимание. У меня вот